Подарив женщине сына, Бог дает ей возможность попробовать самой воспитать настоящего мужчину, способного не только говорить комплименты, но и совершать поступки. Слыша, как люди хвалят ее сына, мать радуется даже больше, чем в тот день, когда его родила. Ведь никто так не украшает женщину, как идущий рядом сын. Тем более такой, как наш сегодняшний герой. Я почему-то решил, что эта фраза возымела очень большое воздействие. Всякая власть от Бога. Андрей Савич Борисов – заслуженный деятель искусств Якутии и России, лауреат 2 государственных премий, театральный режиссер, народный артист России. Свою карьеру Андрей Савич начал в 70-х годах прошлого столетия. После окончания Высшего театрального училища имени Щепкина работал артистом драмы Якутского драматического театра. В 1982 году, получив диплом Государственного театрального института имени Луначарского по специальности режиссер, Андрей Савич работал сначала режиссером-постановщиком, а затем главным режиссером и художественным руководителем Саха академического театра имени Платона Аюнского. С 1990 года являлся министром культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. В 2000 году основал и возглавлял Арктический государственный институт культуры и искусств. Через 2 года основал театр Аланхо. С 2014 года Андрей Борисов является государственным советником Республики Саха-Якутия. Андрей Савич родился в Кобяйском районе в семье учителя Савы Егоровича Борисова и фельдшера Расторгуевой Зинаиды Пантелеймоновны. С самого детства участвовал в школьной самодеятельности и уже к старшим классам понял, что хочет связать свою жизнь с творчеством. С ранних лет он знал, что чем бы он ни занимался, его родители непременно будут им гордиться. Радостные лица папы и мамы Андрея Савича и по сей день запечатлены в его душе как самое дорогое воспоминание. Особенно образ мамы, который верным отголоском непреодолимой любви всплывает из глубин детского подсознания. Очень хорошо помню, что я вот сплю, что-то мне болит. И я говорю: мама, мама, говорю. И вдруг я почувствовал, что надо мной вот такие светлые такие волосы ее нависли. Красивая такая, вот волосы такие надо мной вот так. Я знаю, что все мамы для всех детей самые красивые. Но я, видимо, это эстетическое такое первое восприятие мамы. И вдруг мне показалось, что она удивительно красивая. И она как бы смотрела на меня и что-то очень-очень тихо-тихо что-то нашептывала. Когда мы жили вот в деревне Чаран, и она, как фельдшер-акушер, она очень много ездила на коне, верхом на коне ездила в ближайшие деревни. Принимала роды, там лечила людей. И вот однажды, когда возвращалась в деревню из Бестяха в деревню Чаран, было уже темно, уже темнеть начало. И вдруг она видит, что вдалеке идет маленькая бабушка. Когда начала подъезжать, вдруг увидела, что это маленький человечек. Платочки бабушки, привязанные вот так, крест-накрест. Оказывается, был я. Оказывается, я нашел подкову мамы. Вот в ботинках же есть, тогда, чтобы ботинки не сносились, каблуки, делали подковы такие. Я нашел, что она потеряла эту подкову, и в руках держал эту подкову и пошел искать маму. А так я знал, что в эту сторону пошла, и она на коне вдруг, она, увидев меня, вскрикнула, соскочила с лошади, побежала в мою сторону, обняла и говорит: это 2-3 километрах от деревни, в тайге, в лесу, по дороге. Тогда я серьезно, говорят, дал ей вот этот подкову, сказал: мама, это твоя подкова. И она вдруг посмотрела на меня и заплакала, тихо-тихо, тихо-тихо заплакала так. И сказала: Андрейка, и заплакала так. Вот я помню, как она меня обнимала и вот аж тряслась и плакала. Вот моя мама.
Зинаида Пантелеймоновна слыла знатной красавицей. Все, кто проходил мимо нее, не могли не оборачиваться. Не смог оторвать своего взгляда и будущий муж Савва Егорович. Они жили в Тея. И когда, значит, отец мой приехал учителем, а мама приехала фельдшер. Отец мой кудрявый красавец такой, мама кудрявая красавица. Мама русская, отец мой якут. Всем они казались какими-то аристократами вообще, спустившись откуда-то с небес каких. Естественно, они потянулись друг к другу, и отец мой все время заболевал. И приходил к ней лечиться. И она лечила его от всяких болезней. Но он очень любил мою маму. Вот. А как ее можно было не любить? Это отношение, видимо, дало такое всей нашей семье, вот удивительные такие моменты этого счастья, полноты счастья. Но он очень строгий такой, строгий товарищ, серьезный отец мой. И главное, он же был учителем, потом стал помощником секретаря райкома партии, инструктором, потом стал помощником заместителя председателя Совета Министров. Вот. И в этом плане у него вот государственное мышление. Вот он государственник был. Они прожили долгую такую, очень интересную жизнь. Вот. Отец меня всегда спрашивал. Ну, я замысл всегда рассказываю, к ним прихожу, и вот я отчет держу перед ним. А мама что так суетится, а отец строго на меня смотрит. И первый вопрос, который задает, ну, я начинаю свои замыслы, идеи какие-то рассказывать. Первый вопрос, который он задает мне, «Санам хотордо». Он в прямом переводе мыслью побеждаешь, то есть мысли преодолеваешь. Я говорю, «Санам хотор», тогда делай, говорю. Вот это очень интересное такое, «Санам хотордо». Мысли преодолеваешь, проблемы, вопросы, которые возникают в каком-то деле. У якутов есть такое очень точное выражение «сана сагылыр». Он упорядочивал твои сумбурные, смутные иногда вот идеи, мысли упорядочивал при твоем разговоре. И он такой вот, он сильный такой человек. Ну, заслуженный деятель народного хозяйства, там, много книг. Он же написал, один из первых написал книгу о суверенитете республики. Максим Амосов, Исидор Барахов, Платон Аюнский, и Михаил Ефимович. Вот он уже знал, он уже начал систематизировать установление республики, и он был очень таким человеком-государственником. Несомненно, отец Андрея Савича сыграл важную роль в становлении личности своего сына. И тогда, когда он был маленьким, и тогда, когда был уже взрослым. Однако жизнь такая штука, которая не подвластна ничему. В который раз у нашего героя находится история, всплывающая из самых потаенных мест детских воспоминаний. Когда мне 6 лет было, в нашей деревне после свадьбы, на свадьбе, которым был Аланхасут и Таюксут, старик Спиридон, слепой. Я уснул. И вдруг ночью я слышу, кто-то скрипит зубами. Так. Просыпаюсь, и вдруг сидит старый такой человек, слепой такой, белым бельмом на глазу, вот такие длинные волосы такие белые. И он там Аланхо такой свой. Всю ночь пел Аланхо. И в этом Аланхо он пропел про Максима Амосова, Платона Юнского, про Кулемнюра, про всех людей, которых я ставил в спектакле в Сахатеатре, про выдающихся сыновей репрессированных и так далее народа Саха. Оказывается, ребенок как магнитофон, потом это рождает. Откуда-то я знаю этих людей. Вот, ну, читаю, конечно, да, но я их знаю, вот я их душу понимаю, они близкие мне. Оказывается, вот этот старик вот пропел, Аланхо. Позже, когда Андрей стал постарше, мама часто рассказывала детям о великих сынах народа Саха, которые, к слову сказать, дружили с их дедом. И мама всегда мне это рассказывала. С гордостью рассказывала о том, что мой дед учился вместе с Максимом Амосовым и с Платоном Аюнским в одной учительской семинарии.
Они были друзьями моего деда. А дед мой был их другом. Его звали Пана. Вот так. Его очень любили. Он такой, балагур такой, говорят, был. Очень симпатичный такой. Небольшого, кстати, роста, поскольку тунгусская кровь такая. Вот эвенкийская кровь. И он стал одним из первых орденоносцев Ленина Республики, как учитель. Правда, он был репрессирован, правда, он дважды попадал там под репрессии, стал участником гражданской войны, Великой Отечественной войны. Вот. Поэтому мама мне всегда говорила, вот показывал орден Ленина, деда, и говорила, вот твой дед имеет орден Ленина, а орден Lenina сейчас и вообще в те времена это вообще высшая награда. Потом только приходит звезда Героя социалистического труда, Героя Советского Союза. Это высшая награда. И мне говорил, а у тебя будет орден? И когда у меня появился орден за служение Отечеству, я этот орден, конечно же, хотел было показать маме, но ее уже не было тогда. Несмотря на то, что мама не успела взглянуть на одно из последних достижений сына, она застала другие его успехи, не менее значимые и весомые. При этом мама и сын часто вспоминали одну забавную и в некотором смысле пророческую историю. Однажды я в таком задрыпанном каком-то пиджаке таком, да, в дырявых таких этих сандалиях, которые там все шили там это. Я мама сказала, ну как ты одет, что ты делать-то туда-сюда? А я ей говорю, мама, вот увидишь, я 4 стану народным. Я тогда не понимал, что такое народ. Просто сказал 4, видел, краем услышка, я народный артист. И у меня будет красная машина, и я буду в белом пиджаке, буду в белом костюме. Она сказала, ну не хвастайся, не хвастайся. И вот так, когда произошло, что я стал народным депутатом там, и так далее, у меня появилась красная такая машина, такая. Я специально одел белый пиджак, потом подошел к ней и сказал, она мне это сама рассказала. Мама, помнишь? И она сказала, ой, надо меня так. Вот этот момент был такой. Она очень скромно ко мне относилась, и она вот таким опосредственным способом, она, видимо, влияла на меня. Я не помню, чтобы меня хвалила. Каждая премьера, она обязательно. Но она ни разу после премьеры, никогда не похвалила, никогда не выразила свое какое-то. Вот меня это, потому что она, вот этот, и моя сестра тоже от нее получила вот этот дар, не говоря, даже несмотря в твою сторону, вот сообщать через свою какую-то вибрации сердца, вот, души, она как-то поддерживала. И как-то она все время... У нее очень якутский характер, кстати, был в этом плане. У якутов же есть такое выражение не говори громко, не хвали ребенка, не смотри на ребенка слишком прямо, чуть-чуть вот. И вот она вот так относилась. И поэтому это вот качество ее, вот таким образом она поддерживала. Вот отец мой, конечно, гордил. У отца было какое-то такое серьезное отношение такое. А когда по воле случая стал народным депутатом СССР, мама испугалась. Испугалась, но еще внутри у нее было какое-то, ну там же много писали, много, я начал уже появляться в газетах, там, телевидении и так далее. И она так тихо-тихо говорила, Андрей, она вот, будь осторожен. Почему? Потому что времена сложные были, 90-е годы. Но вот это тихое такое, некоторая гордость в ней проявлялась. Она христианской души человек. И она очень тонко как-то предзнала, предчувствовала. Вот я всегда удивлялся, потому что если она говорила так, оно всегда происходило. Мама вообще в этом плане такой удивительно предзнающий человек была, поскольку в роду по материнской, по линии моей русской бабушки, она у нас священники, священнослужители, миссионеры. Поэтому в ней было вот это вот какое-то интересное такое чувство вины, все время она чувствовала виноватой. Вот меня это тоже, и она передала это чувство вины. А чувство вины это очень христианское такое чувство. Ну, во-первых,
вина перед Христом тогда, не говоря уже о человеческом чувстве вины перед всеми вся. А чувство вины, оно требует от тебя ответственности. Вот. И поэтому вот у меня, когда я маленький был, когда мама болела, я почему-то все время плакал, жалел ее. И она мне говорила, вот, Андрейка, Онегка меня звали, Андрейка, Онегка, вот, почему ты, я же выздоровею, чего ты плачешь-то, чего ты жалеешь, я же выздоровею, это, я не умру, ты не умрешь, она говорит, я не умру, ну почему ты всех жалеешь-то, тебе трудно будет жить в этом мире, сказала она, и она была права. Насколько эмоциональным и чувственным был в детстве Андрей Савич, настолько же артистичным и темпераментным был он на публике. На семейных посиделках вспоминается еще одна увлекательная история. Отец с матерью, они очень любили слушать, как мы с сестрой поем и читаем стихи, ну, как любых детей, родителей. Но я играл там всегда матроса. Поскольку у меня была бескозырка такая, и матросская тельняшка, откуда это появилось, я не знаю, я всегда изображал, увидев в кино, наверное, героическое бросающегося под танк матроса, ленту такую закусывал и бросался под танк. И падал сильно, а из носа кровь иногда. И мама всегда говорила, не падай, на этот раз не падай, потому что мы знаем, как это ты делаешь. Вот, видимо, и потом, понятно же, что она меня водила вот на самодеятельность, спектакли водила. Зинаида Пантелеймоновна была ответственной мамой и трепетно занималась развитием своих детей. Если когда-то она водила сына за ручку на разные кружки, то, став взрослым, он водил ее уже на свои спектакли. Мама знала театр от и до, знала артистов и режиссеров. Особенно ей полюбился художник-постановщик Геннадий Сотников, над которым она частенько любила подшучивать. Когда ко мне приезжал мой друг, брат, великий русский художник Геннадий Петрович Сотников, с которым мы много спектаклей сделали, она пыталась его учить якутскому языку. Он никак не мог понять, например, там, когда Малаган-Тарнагар, вот это специально вот эти такие слова специально говорила. И смеялась над ним, да. А потом она уже сказала, так, говорит, у тебя не получается никак. У него, правда, почему-то не получалось. Хотя этот художник был просто по-настоящему наш якутский художник получался. Гена Сотников, питерский художник. И вдруг Сотников очередной раз приезжает из Санкт-Петербурга, открывает двери, на меня не смотрит, смотрит на мою маму и говорит, бир кул бурдук, говорит. Бир кул бурдук. И много раз повторил. Мама на него посмотрела, говорит, ты что, пьяный что ли? Он говорит, бир кул бурдук. Так, это переводим на русский язык один мешок муки. Так, да. И он выучил это. Выучил. И все время говорил. И так гордо так на нее смотрел. И она так смеялась и говорила бир кул бурдук. Это приветствием стало для Сотникова. Театр для Андрея Савича – вся жизнь. Поэтому, когда настало время выбирать профессию, долго раздумывать не пришлось. Я дал заявление на институт кинематографии, на режиссера. Мне 16 лет было. И мне самое интересное, ответили тогда, это удивительно. Ответили мне, сказали, вы еще молодой человек, надо пожить там, опыта набраться, на артиста выучиться.
Ну и потом я забыл, что я такое заявление дал. И когда наступил момент выбора профессии, тут даже вопросов не было. Я должен был стать врачом. К тому же еще хирургом. Потому что маме всегда говорили, что у нее очень маленькие руки были. Очень маленькие такие руки. И ей всегда говорили, вот тебе надо было стать хирургом, вот у тебя руки маленькие, сильные такие маленькие руки. И мне это с детства, видимо, запечатлелось. И я решил стать хирургом. И пошел поступать в университет. Тут же все провалил, поскольку не так хорошо учился по химии. Провалил. Вот. И поэтому стал актером. Мама Андрея Савича всегда думала, что сын пойдет по ее стопам и станет врачом. Но судьба распорядилась иначе. Здесь, по-видимому, сыграли гены со стороны двоюродной сестры по материнской линии. Мама моей мамы, Анна Расторгуева, так, Березкина девичество. Ее сестры все Березкины. Вилюйские, там это тетя Саша, тетя Паша там и так далее, все они вилюйские. И вот мама с детства мне всегда говорила так, что у тебя есть тетя, которая хотела стать актрисой. Актрисой. Она училась, говорит, в Ленинграде. И она училась в Ленинграде, и она очень такая, ну она такая с русской крови такой, но она пела по юкам, калыгахам пела. И говорит, что, мол, она там погибла во время блокады. Этот курс весь погиб. Там осталось 2-3 человека там. И вот и она, когда их начали увозить, вот тетя Таня ее звали, дочка тети Паши, Таня Монастырева. И она чемодан свой не смогла положить на платформу этого грузового вагона, куда а ребята не могли ее вытащить. И она осталась там на перроне лежать. И ребята, которые спасались, они уехали. Вот она осталась, потом она там погибла. И потом вот тетя Паша рассказывает. Вдруг идет по улице, уже 9 мая, Победа там. Она идет по улице, и вдруг навстречу бежит тетя Таня, ее дочка. И она увидела, сказала: «Таня!» И побежала навстречу. Подходит другая девушка. Это, оказывается, ее платье было в чемодане. Поскольку она знает, что шила это платье, она решила, что Таня в ее платье бежит к ней. Так. Но это реальность и мистика такая, да. Вот, это платье ее было. Она шила для своей дочери. И вот когда мама это рассказывала, она всегда говорила, что лишь бы не было войны. И мы когда приехали в Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград, по-моему, и там Марсово поле, я купил гвоздики, и она вот эти гвоздики Тани Монастыревой, вот, тетя Тани моей тети, а ее сестра же ее, двоюродная сестра получается. И она вот так наклонилась и положила цветы на снег такой. На снег положила и сказала: «Танюша, ну ты прости». Что помогает человеку сохранить живые воспоминания о прошлом? Конечно же, это истории. Печальные и грустные, веселые и забавные. Конечно же, это сами люди, их теплые и радостные встречи. А еще чуткая человеческая память хранится в предметах, у которых тоже есть своя история. Вот это самая главная реликвия, или как сказать, память в вещах, которая осталась от моей мамы. Конечно, есть, но это, я считаю, самое символическое, потому что это как раз вот аптечка вот фельдшера, деревенского фельдшера. Здесь лекарства, все было такое. Я даже помню, как, когда это начал ломаться, вот местный такой умелец вот этим делом, вот железом он оббивал вот углы, чтобы потом не распалось такое. И это отец мой рисовал. Сидел, рисовал, красные такие. Все время сходила, такой, какие-то краски хорошие рисовал. И вот она каждый раз открывала, приходила к больным. Лекарств тогда не было.
и она доставала вот такую из-под пенициллина бутылочку, в котором была розового цвета жидкость. Это она туда, оказывается, наливала марганцовку. И потом давала, сказать, пейте по 5-6 капель, и вы выздоровеете. Когда лекарств не было. Когда были лекарства, конечно. И какая она. Вот. И это очень, очень помогало людям. Так. Ну, не говоря уже, когда уже лекарства появлялись, тут был полный, тут эти полочки всякие, она доставала такое. Она, есть сейчас в деревне Чаран, Анчик такой зовут ее, Анчик, имя сестры носит. Она родилась, ей было меньше, чем 900 граммов. А семья эта имела много сыновей. И они хотели девочку. И эта девочка родилась недоношенной. В принципе, она родилась почти мертвой. И вот мама, она выходила. То есть занималась, вот пипеткой кормила. Вот этот, то есть она засовывала ее вот в рукавицы, в заячьи рукавицы. И вот она сейчас, уже прабабушка скоро станет это. Она выжила, и она все время молится за ее душу. Вот. Но самое интересное, вот здесь она мне оставила вот такую интересную такую. Вот. Это первая распашонка моя, которую она сама шила. Вот распашонка, она шила, она сохранила это. И когда мне было 50 лет, она, завернутую в газету, мне это подарила. Мне было 50. Я понюхал, и мне показалось, что пахнет ребенком. Ну, лекарством пахнет, ребенком пахнет. Вот распашонка моя. Вот. И теперь другая. Это, видите, какая она серьезная такая. Внутри вот это такое еще несколько таких моментов. Да. Вот. А это распашонка моей сестры. Когда она родилась, и она вот шила вот, вот такая вот. Вот такая интересная история. Видите, как будто вот ничего с ними не произошло. Я вот смотрю и думаю о сестре, вот думаю о маме, которая вот как какая-то вот, как она так смогла. Вот эти распашонки. И этим распашонкам сейчас 70 лет. Кто через 70 лет может услышать свой запах, новорожденного свой запах? Кто может в этой жизни услышать? Я не знаю. Вот мама вот смогла мне такое счастье дать. Вот так. Закрываем. А у отца есть, фотографий тогда не было, и когда я родился, отец взял и нарисовал меня. Ну, такое, курносого такого, нарисовал такой. И в это время сел на мой лоб комарик, а мы же в Кобяйске, а там комаров, туча комаров. И он это комара хлопнул и взял и в свой дневник положил. И этот комар до сих пор есть. В его дневнике этот комар, засохший комар. Я вот, это я еще рассказываю не потому, что там, как бы говорят, что какой-то особой истории такие. Просто вот там уже заложена вот эта великая случайность рождения человека, зачатие, рождение, не говоря уже о великих многих случайностях, которые есть в жизни человека. Вот. И когда я родился, то наш зять Батагаев такой был, Андрей Багатай, Эндерей Оннер, Эндерей. И он от радости, что родился мальчик, я родился дома у себя, у нее. Это же фельдшерский пункт. Он, значит, заколол олененка, потом, значит, покормил огонь и помолился Николаю Чудотворцу. Тогда 3 обряда сделал, а мама решила дать его имя мне. И он сказал, дайте ему мое имя, он будет счастливым там. Они через месяц приехали в сельсовет, заходит председатель сельсовета, его звали Николай, председатель сельсовета.
И он встречает их радость, говорит, говорит, вот свидетельство сделано. Вашего сына зовут Николай Савич Борисов, говорит. Мама говорит, как? Она чуть не заплакала. И он Андрейка, я его давно зову Андрейкой. Она даже назвать Андрейкой. Нет, говорит, нельзя, говорит, уже, меня за это осудят там. Уже все сделано, Николай Савич такой, да. Они категорически отказались, говорят, не будем брать, делаем новое, и уехали там. И потом через месяц, через сколько-то обратно вернулись, там я стал Андреем Савичем. Поэтому Николай Чудотворец, первое имя-то Николай. Но потом я был у этого старика, ему 90 с чем-то лет было. К нему, когда зашли, он сказал, Андрейка, иди сюда, говорит. Я уже такой, он маленький старик. Андрейка, иди сюда, говорит. Покормили меня со своей женой. Я спросил, почему, ты свое имя дал, да? Он говорит, нет, говорит, как, ты же Николай? Нет, говорит, это было принято решение на сельсовете. Он стал председателем сельсовета. А так как не за что голосовать, он первый вопрос, который поставил. Парни, которые родятся в этом году, дадим, какое имя дадим? Люди говорят, да, давай Николай. Ладно, все проголосовали. В результате я чуть Николаем не стал. И вот мама это всегда вспоминала, это Николай. Вот такая история интересная. Вот. Но самое интересное, когда я приехал в эту деревню, мне было лет уже 30 с чем-то, я приехал туда, в эту деревню, а потом они переехали в другую Чагда, где я родился, в деревню. Вот в Т я приехал, их знакомый, где они жили, отец с мамой жили, где жить было, им представляли такой уголок дома, и они жили там. И тогда этот старик, который, увидев меня, он как будто вчера со мной попросил, сказал, Андрейка, иди сюда. Я вошел в этот дом, он посадил на кровать и спросил меня, знаешь, что это за кровать? Я говорю, это кровать деревянная, а еще какая? Я говорю, может быть, без гвоздей, старинная? Да, еще какая? Я говорю, не знаю. Это кровать, на котором ты сделан, сказал. Я был удивлен. Все знали, где я сделан, где я родился. Они ко мне и до сих пор, и те, кто живы, все ко мне относятся через уважение, любовь, благодарность моей маме и моему отцу. Это процентов, если меня уважают, любят, в тех местах, где она работала, фельдшером работала, где отец работал, где они вместе влюбились, женились, нас родили, потом во многих местах работали. Везде и всюду ко мне относятся с пиететом и с авансом за то, что они сделали для них. Поэтому до сих пор это надо мной, их любовь и их надо мной влияет на меня. И на людей влияет, они через них ко мне относятся. Дети тех людей, внуки их, и даже правнуки. Есть в деревнях, куда я приезжаю, они говорят, это ты же Расторгуев, говорят мне. Моя мама Расторгуева Зинаида Пантелеймоновна. И они говорят, ты же Расторгуев, говорят. Они даже до сих пор, многие не Борисов меня, через фамилию моей матери ко мне обращают. Вот, говорят, твоя мама такая была, она была такая интеллигентная, умная, она лечила всех. Вся деревня благодарна за то, что она в природах помогала всем женщинам и давали ее имя. Много Зинаид в деревнях этих. Это в Чаране много Зинаид. И давали имя мое, для того, чтобы благодарить ей, давали имя сына, дочки Анна. В других деревнях она как фельдшер лечила летом сенокосчиков, доярок, которые там по фермам жили тогда. Летом же выезжают так. И она вот на велосипеде едем и проезжаем в деревню, и ее встречали с каким-то удивительным радостью такой. Обязательно на столе сливки, обязательно разные ягоды, особенно земляника, оладьи, лепешки. И моя мама сидит, она всегда чистая. Она, кстати, носила белые перчатки. Вот это удивительно. Перчатки носила, шляпу носила. Так, и обязательно какой-то бантик у нее. Такой запомнил Андрей Савич свою маму. Молодой, красивой и элегантной. Сегодня он часто вспоминает давно ушедших из бренного мира и маму, и папу, и сестру. Он помнит их задорными, жизнерадостными, веселыми и
живыми. Я бы хотел вот еще раз сесть на велосипед, чтобы мой отец тоже на велосипеде едет, мама на велосипеде, я на велосипеде и сестра на велосипеде. И у всех с двух сторон эти ведра, наполненные ягодами. У меня чуть меньше, а у мамы еще рюкзак она одевала. В рюкзаке тоже ведро, там ягоды, и мы едем. Вот это ощущение такое семьи, счастья, это солнечный момент счастья, я храню это в своей душе. Вот сейчас бы вот так вот еще, и это было бы здорово. На самом деле, ближе мамы у человека нет никого. Там понятно, отец, там от отца идет, понятно, что сестра, понятно, супруга, дети, но это великое явление, как мама, которая тебя выносила эти 9 месяцев. И она обязательно разговаривала с тобой. И поэтому, видимо, этот разговор, он продолжается всегда. Потому что ты, когда находишься внутри мамы, и ты там становишься потихоньку человеком, вносит в твою душу ум, тело. Вот. Поэтому для меня вот мама самый близкий человек. В культуре, в искусстве, в литературе, в поэзии слово «мама» «я» – это священное. Священное слово. Это священный человек, святой человек. Своей жизнью она осветила мою жизнь. Своей жизнью она открыла передо мной многие-многие двери, ворота души других людей. В народе говорят, что настоящий мужчина может плакать в жизни дважды. Первый раз при рождении, а второй, когда умирает мама. Едва сдерживая слезы, наш герой верит, что его мама по-прежнему жива в его душе и в его памяти. Ведь ключи от родных и близких душ человек носит с собой всю жизнь, как ангелы-хранители, которые всегда рядом. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.